Здравствуйте, в эфире информационный выпуск «Вести Чеченская Республика», в студии Лейла Муртазова, и в начале главные темы выпуска. Рабочий объезд. Еще одна мечеть возводится на проспекте Мухаммеда Али. Молитвенное сооружение сможет вместить до 5000 человек. Руководитель субъекта посетил ряд строящихся религиозных объектов на территории Грозного. Смотрите в нашем эфире. Сладкая ягода. Притом единственный трахазный сенчоу уровень стиляции салик сатона молка туш магар натурально. В Урус-Мартановском районе начались поливные работы на полях с клубникой. Рамзан Кадыров оценил качество работ, проделанных на строительных площадках будущих мечетей. Как прошла инспекционная поездка главы региона, расскажет Рамзан Абуев. В скором времени в Байсангуровском районе столицы, рядом с площадью Минутка, будет открыт научно-просветительский исламский центр имени пророка Мусы. Рабочие в настоящее время ведут внешние и внутренние отделочные работы. Фасад сооружения украшают гранитом. Его дизайн будет напоминать по стилю Шалинскую мечеть «Гордость мусульман» имени посланника Творца. Рамзан Кадыров приехал с инспекцией на объект вместе со своим помощником, куратором строительства Амруди Эдильгириевым. Yolları halk uçtu koyba. Hiç kaç. Big bomba ne daydı? Onu je hallan. Hiç hali adı öpüt yoktu. Yani basın aldı. Le dokmayacağız değil. Hem şeyler sen dokmaz. Şeyler çok kuz dokdu yani. Doğru mu? Anne ne kadar değil. Ya muftiyat bir de yok center mıydı? Еще одна мечеть возводится на проспекте Мухаммеда Али. Молитвенное сооружение сможет вместить до 5000 человек. Высота минаретов 61 метр, а центрального купола мечети 28. Сама мечеть представляет собой уникальное архитектурное сооружение с 5 минаретами в османском стиле. Планируется назвать их в честь близких соратников первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, Хасайна Юсупа Рамзана Алхазура Абубакара, погибших при исполнении служебного и гражданского долга в годы лихолетия. Geçti. Admançı ve videoş. Terimer dokmajda. Dokmajda. Ademez bu doğru. Dokmajda. Det är då jag sned då så. Aber ja, du gehst då doktor hit. Doji finansieren det. Vad säger du det är? Sen finansieren hela det babas. Det säger du då. Är det så då du? Sen då bara vad vi får det. Finansiell savcım açtı Площадь застройки составляет более 3000 квадратных метров. В этой черте города находится спальный район и несколько корпусов высших учебных заведений. Именно поэтому было принято решение построить святыню здесь. Minut kirmez giyen sigar beş belgan haja haja ziglar rode bu normal digda biwech bu ala doje hoşer doqdu aq magar belx tabiwech bu dar molah ve paçe da saad vel hermezkish aq da şerez o cemaat ma yeşti ot mezka sama yeş aldat meldal abis материалlik yeg to bu abichan shadik doştu. Строительные работы по возведению религиозного сооружения проходят еще на одном участке, в будущем районе, названном в честь Владимира Путина. Сейчас идет первый этап, это разработка котлована. Он уже вырыт и проходят работы по уплотнению грунта. Рамзан Кадыров лично проверил его качество. На строительной площадке используется несколько видов специализированной техники, включая экскаватор, самосвал и погрузчик. Ожидается, что мечеть будет вмещать до 5000 верующих.
ركونا نجاي مرة. Катуан я что? Сухотные я что? Я не знаю. Плотно стисла, но когда уже краткие шалоны. لا يقوي نأجي مو Испытание я швырял. ورها دام بروت تيجي يعك ورثة ما تصدق جو هكذا تونا مرة هذا باش ماشي زواج. مش يعني شيء change В настоящее время в республике строится свыше 130 мечетей, каждая из которых отличается оригинальной и неповторимой архитектурой. И в скором времени новые религиозные сооружения гармонично впишутся в ландшафт динамично развивающегося региона. Рамзан Абуев, Ахмед Хизриев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». Командир спецназа Ахмат Аптиалудинов назначен заместителем начальника Главного военного политического управления сил Российской Федерации. Об этом сообщил Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. Глава региона поздравил офицера с новым назначением и отметил его выдающиеся профессиональные и лидерские качества. Добавил, что несмотря на то, что Алудинов освобожден от ранее занимавшей должности заместителя командующего 2-м армейским корпусом, он продолжит возглавлять подразделение «Ахмат». Рамзан Кадыров пожелал успеха Аптиарауновичу на новом посту и заверил, что он также продолжит успешно выполнять задачи на благо Отечества. Руководитель субъекта поблагодарил президента страны Владимира Путина за оказанное высокое доверие представителю команды первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. С самого начала боевых действий в Палестине Российская Федерация принимает вынужденных переселенцев. Чеченская Республика также не осталась в стороне. Руководство региона во главе с Рамзаном Кадыровым оказывает эвакуированным всестороннюю помощь, в том числе и медицинскую. Детей устраивают в детские сады и школы. Людям предоставлено жилье, также им помогают в изучении языка. Чтобы в будущем было проще устроиться на работу, они проходят обучение языку. Финансирование взял на себя региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Сегодняшняя встреча совместно с моим коллегой, дорогим братом Ахмедом Дудаевым, министром по национальной политике и внешней связи, мы с нашими гостями обсудили предмет трудоустройства их в той и иной отрасли. За основу мы сегодня взяли отрасль автомобилестроения и отрасль электроприборов. И мы остановились на том, что они нуждаются в обучении. Да? У нас, в принципе, в республике создан центр обучения, центр переподготовки. Презентация поэмы «Алибек» Хаджи Асламбека Тугузова прошла в стенах Национальной библиотеки имени Абузайра Айдамирова. Это его 5-я книга. Писатель уже издал поэму о имаме шейхе Мансуре. Новая работа повествует о легендарном чеченском герое Алибеке Хаджи Алдамове, который был 4-м и самым молодым имамом Северного Кавказа. Поэма широко охватила множество исторических событий и персонажей. На мероприятии собрались близкие и коллеги Асламбека Тугузова, представители творческой интеллигенции, а также руководители ведомств региона. Издание вот этой поэмы является большим достижением, успехом не только Союза писателей, но и всей республики. Мы гордимся и в первую очередь хочу поздравить нашего брата, председателя Союза писателей Аламана Ильсаева, также всех присутствующих с выходом в свет вот этой вот поэмы. Хочу также поблагодарить от лица сотрудников нашего министерства, автора нашего брата Асламбека Тугузова за кропотливую работу. Данный 2024 год объявлен главой республики Рамзаном Ачем Кадыровым годом истории. В рамках данного года истории эта работа она имеет огромное значение. В Министерстве по национальной политике, печати и информации Чеченской Республики прошло заседание общественно-политической организации «Союз женщин России». В этом году она отметит свое 83-летие. В 2018 году указом Владимира Путина Союзу женщин был присвоен статус общественно-государственной организации. Региональному представительству уже 5 лет, и в него входит более 500
более 500 человек. Женщины разных возрастов и профессий объединены единой целью. Собравшиеся обсудили предстоящий форум, на который съедутся участники из более 80 регионов России. Пройдет он по предварительным данным в июне этого года в нашем регионе. Сегодня будем определять состав оргкомитета и мероприятия, которые мы в связи с этим празднованием будем проводить. И второй вопрос – это встреча ярославской делегации Союза женщин России. Будет и деловая программа у нас, встреча и в стенах нашего парламента. Здесь в Министерстве национальной политики будем встречаться. Весенний уход оказывает большое влияние на плодотворный будущий урожай. Об этом хорошо известно садоводам Урус-Мартанского района. Под их чутким руководством ведутся поливные работы на полях, засеянной клубникой. Какая почва необходима для ягоды и от чего следует ее оберегать, поделится Мадина Нуцалчиева. История Лом-Али Дадаева началась в 2005 году, когда он взял в аренду 45 гектар поля. Выращивал на нем кукурузу, чеснок и многие другие сельскохозяйственные культуры. На сегодняшний день он снабжает клубникой весь Урус-Мартановский район. Фермер Хилацаш, депутатус, председатель комитета по аграрии и экологии у района. Наган болхул, наган пейтхулхум худидер элла, иштюринюр овощеводство. Клубники на поле у Лом-Али отведено 5 гектар, столько же люцерни, которую заготавливают под сено. Самую большую площадь в 22 гектара занимает пшеница. Клубника – одна из самых известных и любимых нами ягод. Может показаться, что она довольно неприхотлива. На самом же деле очень капризна. Важно правильно подобрать ей место, грамотно посадить и постоянно ухаживать. Затрат чекаю, не смогу культурка. Конечно, он ложит-то здесь. Азам это очень хрупкая культура. Из шиншехена, хилмаезер уходца, латор азам лел бахалбу. Лат кетчдин подготовкер хажен урожай. За правильностью ухода за урожаем Лом-Али не переживает. Он уже несколько лет смело доверяет это дело умелым рукам своих рабочих. Сацита Хасиева – бригадир. На этом поле со своей командой она трудится уже 6 лет. В этом году первый рабочий день. Женщины занимаются прополкой сорняков. Труд нелегкий, но они уже привыкли, делиться Сацита. Будучи профессионалом, она знает, важно не только правильно взрастить урожай, но и собрать его. للزبا بوينا تازم بوينا اشتال напрямую хаозича тясатама хотти дикцахол иштилар бабиш хол иштадатисанол хар водопроводный харшлангш гом цани асардешна ушлариш хол хат сахадита даса хиштасо баки сахарду алхумадат. Клубника растет без добавления каких-либо примесей и химикатов. Также используется черный укрывной материал. Он помогает защитить грядки от сорняков, упрощает сбор урожая, сохраняет влагу и защищает корневую систему. Налажен и сам полив. Для полива используется метод капельного орошения, при котором вода попадает в прикорневую зону каждого из растений регулируемыми малыми порциями, а для подачи ее на каждый гектар поля задействовано 3 мотора разной мощности. Уже в конце мая соберут первый урожай, и жители смогут отведать долгожданную и сладкую клубнику. Мадина Нуцалчиева, Мусар Хаджиев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.